В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях понедельника, 21 февраля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Не допустить повторения прошлогодних событий. Борьба с лесными пожарами – основная задача республики в текущем году. Как идет подготовка к сезону? Улица Чернышевского в Якутске останется частично перекрыта, и в марте расскажем о строительстве нового канализационного коллектора для столицы. Международный день родного языка отмечают сегодня. В Нерюнгри организовали телемост в школе для представителей коренных малочисленных народов. Какие вопросы обсуждали? Команда Касперского добралась до Якутска. Российский программист с мировым именем во второй раз посетил республику и рассказал нам о своих планах. Всероссийская премьера. Якутский фильм «Вертолет» презентовали в Москве. Как ленту встретили в столице России. Борьба с лесными пожарами – это основная задача республики в текущем году. Об этом сообщил глава Якутии. Средства выделены, поэтому сейчас необходимо развернуть большую работу, увеличить штат численности лесопожарных формирований, их технически переоснастить, закупить материально-технические ценности к пожароопасному сезону, отметил Айсен Николаев на совещании правительства. Глава региона добавил, что согласно утвержденной программе переоснащения МЧС до 30 года выделят почти 190 миллиардов рублей. Кроме того, значительное финансирование направят на развитие аварийно-спасательной инфраструктуры в арктическом регионе. Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами выделят более 18 миллиардов рублей. В случае положительного анализа на антитела, начиная с сегодня, якутяне могут получить ковид-сертификат. Напомним, ранее QR-коды оформляли только вакцинированным, переболевшим и внесенным в регистр, а также гражданам с медотводом. Срок оформления QR-кода 3 календарных дня с момента появления результатов анализа. Действовать такой сертификат будет в течение 6 месяцев. При этом выдается он однократно. Этот сертификат будет выдаваться лицам, которые переболели или бессимптомно, или переболели в легкой форме и не обращались в медицинские организации. Также возможна выдача таких сертификатов лицам, которые привиты иностранными вакцинами. У нас есть в республике такие, которые прививались у себя на родине, за границей, и до настоящего времени не могли оформить себе сертификаты. Всего 1018 человек заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 295, сообщает оперштаб региона. В Мигино-Кангаласском районе 107 заболевших, в Сунтарском 105, в Нерюнгринском 77, в Алданском 76 случаев заболевания. Еще в 16 районах зафиксировали от 5 до 42 инфицированных. За сутки выздоровели 1582 человека. Все тяжелые случаи заболевания фиксируют у невакцинированных больных. К традиционному обучению с 1 марта вернутся некоторые студенты Северо-Восточного федерального университета. Данное распоряжение не коснулось учащихся мединститута. Студенты гуманитарных направлений также выйдут на очное обучение частично. Напомним, что студенты перешли на дистанционку с 24 января. Обучающиеся всех курсов заочной формы продолжают учиться в дистанционном формате. По какому-то направлению первокурсники, где-то выпускные курсы. Это выбирает само учебное подразделение, определяет. И у нас распоряжение по этому поводу уже подписано. И надеемся, ситуация будет улучшаться, и постепенно мы выйдем уже полностью на 100% научный формат обучения. Будем заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста. Каждого студента, который будет заселяться, мы будем уже брать анализы. И по итогам этого уже будем заселять. Якутские театры тоже открывают свои двери. Учреждения культуры начали возвращаться к работе сегодня. Однако первые премьерные показы стартуют только в марте. При этом ограничения, принятые еще в прошлом году, остаются. Это половина посадки зала, соблюдение дистанцирования и ношение масок.
11 марта Саха-театр откроется фестивалем Марк Чаны Чаттара тоже по программе столетия. Русский академический театр в этом году будет готовить спектакль «Как царь Петр Арапа женил». Это будет посвящено к 350-летию со дня рождения Петра I. Но вот эти новые премьеры. Ну а театр оперы и балета, здесь будет грандиозный спектакль, который мы надеемся в конце октября. Мы откроем здесь и покажем премьерный показ для наших зрителей. Это наш героический Нюргун Батур Стремительный, который в 1955-57 годах был поставлен. К другим темам. Акционерное общество «Водоканал» в марте планирует завершить работы на закрытом участке от улицы Гастелло до улицы Лизы Чайкиной и открыть данный отрезок дороги. Затем перекроют следующий участок дороги по улице Чернышевского. Подробности грядущих работ у Дмитрия Тымырова. Ремонтные работы начались здесь еще в конце ноября прошлого года. Это связано с тем, что водоканал прокладывает в южную часть города благоустройство, то есть строится новый канализационный коллектор. Это будет третьим по счету коллектором в городе, который даст новый толчок развития столицы региона. Южная сторона города, да? Тут у нас с благоустройством не так очень хорошо, скажем. И в целях улучшения отведения южной стороны города, конкретно вот сейчас Заложного округа, да, вот эти работы ведутся, потому что, ну, мы знаем, вот как только инфраструктура подходит, сразу начинается застройка. Я думаю, если вот этой работы мы все нормально сделаем, то застройка города южной части уже будет идти очень активно. Между тем, ремонтные работы отстают от намеченных планов. Вначале трудности были из-за разгрузки улицы от транспортного потока. Далее проблемы по согласованию графика ремонтных работ. После сюда включились горожане. Изначально планировалось, что подрядная организация будет работать в 2 смены. Но из-за жалоб горожан этот вопрос был снят. Ну, ночную смену тоже у нас есть препятствия, потому что мы здесь, там люди, которые проживают здесь, на нас жалуются, то, что ночью мы не даем спать. 1-2 раза мы организовывали ночную съемку, ну, как-то люди жалуются, да, и вот пока временно приостановили вот эту вот затею. На строительном участке также ведут работу и специалисты Сахатранснефтегаза, так как здесь вот уже 3-й раз строители задевают газовые трубы близлежащих строений. Повредили газопровод сегодня при ходе работ земляных подрядной организации. Задели наш газопровод, подводящий вот жилым домам. Вот и ремонтируем. В целом, как отметил руководитель службы капстроительства водоканала, уже в следующем месяце участок от улицы Гастелло до улицы Лизы Чайкиной будет открыто. Далее перекроет следующий участок. Водоканал просит горожан и автомобилистов отнестись к этим работам и к перекрытию улиц с пониманием. Ведь все это делается во благо развития нашего города. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленском районе в онлайн-формате правительство республики отчиталось перед населением. Возможность подключения к мероприятию имели все желающие. Большое количество вопросов поступило от Нюйского наслега. Они касались строительства нового здания больницы. Нюйцы обеспокоены маленькой площадью новой модульной больницы, всего 196 квадратных метров. Также их волновал вопрос пришедших в аварийное состояние зданий клуба и спортзала. Вопросы медицины и образования также были озвучены. Кроме того, в Ленске наблюдают большой отток населения за пределы региона. С чем это связано, прокомментировала председатель районного совета депутатов. Очень хорошо, что мы районом сделали проекты типовые культурно-спортивных комплексов. Сейчас наша задача пройти госэкспертизу. И мы сегодня, по крайней мере, это озвучили, нас услышали, и мы получили поддержку, что нам попытаются как-то помочь, чтобы мы зашли в какие-то программы с этими проектами. У нас сегодня точки роста, цифровая образовательная среда – это все очень хорошо, но все-таки мы еще раз акцентируем свой вопрос на том, что должно быть повышение заработной платы педагогических работников. Новый культурный центр имени Василия Никифорова Кюлюмнюр открыли в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Объект введен раньше сроков. Это стало возможным благодаря усилиям строителей Целевого фонда будущих поколений республики и компании «Алроса». Новое здание стало хорошим подарком району к столетию якутской автономии и к 8-м спортивным играм народов Якутии. Подробности в сюжете Марферины Алексеевой.
Открытие культурного центра знаменует начало нового этапа развития культурно-духовной жизни всего Усть-Алданского улуса. В большом трехэтажном светлом здании размещены учреждения улусной библиотеки и культурного центра Тойон-Мюрю. Созданы все комфортные условия для активной работы коллективов и разностороннего отдыха посетителей. В центре имеется большой вестибюль-фойе, зрительный зал на 262 места, артистические комнаты, обрядный зал, художественная мастерская, костюмерная, швейная и буфет. На втором этаже расположились рабочие кабинеты, большой репетиционный зал, кружковые помещения, а также библиотека. Здание строилось на наших глазах. Мы все очень долго ждали открытия нового дворца культуры. На втором и третьем этажах здания находится детская библиотека и взрослая библиотека. Мы все с нетерпением ждем, как наши дети сюда войдут и посмотрят новую библиотеку своими глазами. А долгожданный он от того, что строительство центра по объективным причинам было задержано. Тогда, по поручению главы республики Айсена Николаева, в 2020 году строительство здания было включено в целевую программу целевого фонда будущих поколений во имя будущего. По планам финансирования мы должны были завершить строительство в июне этого года, так? Но вот у нас подрядчик и технический заказчик проявили инициативу. Объект введен досрочно. То есть в конце декабря прошлого года, в 2021 году, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что к году столетия Якутского АССР целевой фонд будущих поколений республики за счет средств Алроса финансирует строительство еще 2 объектов – Дворца культуры и духовного развития в селе Цинамского улуса и культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса. Около 7 миллиардов рублей – это та социальная программа благотворительности, которую компания реализует. И значительную часть этих средств мы реализуем через фонд будущих поколений. И благодаря этому фонду мы влияем на строительство многих социальных объектов, которые не входят в территории, периметр которых мы ведем хозяйственную и производственную деятельность. С помощью компании «Алрос» этот объект очень быстро ввели. По моему глубокому убеждению, такие дворцы культуры должны быть в каждом районном центре нашей республики. Разное поколение от мала до старца, все должны собираться тут и познавать и развивать родную культуру, потому что народ без культуры не может существовать. Новое здание, посвященное столетнему юбилею, стало большим подарком району и к 8-м спортивным играм народов республики. Дворец культуры стал 30-м социальным объектом, введенным в Улусе с 2018 года. Марфелина Алексеева, Алексей Семенов, Григорий Григорьев, Владимир Копырин, Усть-Алданский улус, Якутск. В Якутске прием детей в первые классы на новый учебный год стартует 1 апреля. Сбор заявлений пройдет в 2 этапа. Детей готовы принять 50 столичных школ. Подробнее об условиях приема заявлений в материале Власия Сергеева. Первый этап приема заявлений, который пройдет с 1 апреля по 30 июня, предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Перед стартом приема заявлений идет определение портала и согласование распоряжения по закрепленной территории. На данный момент распоряжение идет, согласование распоряжения по закрепленной территории. У нас строятся новые дома и вводятся новые образовательные учреждения, поэтому изменяется закрепление территории. Полная информация у нас будет только где-то к концу 20-х числах марта месяца, так как Центр новых информационных технологий объявит портал, через который сейчас разрабатываются 3 варианта. Через портал образовательных услуг еще 2 портала, будет известен только где-то в 20-х числах марта. Детей в новом учебном году примут 50 столичных школ. Для зачисления максимального количества первоклассников и обеспечения комфортными условиями обучения в Якутске продолжается работа по строительству новых объектов. Так, на этой неделе началось возведение пристроя средней школы номер 5. Он будет представлять собой 3-этажный объект, в котором будут размещены буфет, учительские, кабинеты социального педагога, лаборатории, тренажерный зал и помещения для отдыха учеников. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году. Это, конечно же, дополнительные места для детей, которые принадлежат нашему району, нашей школе. Это обновленная материальная база. Ну и, конечно же, переход на односменную систему обучения. На данный момент у нас уже забито 67 свай. На следующей неделе они должны уже закончить свайное поле и приступить к заливке фундамента.
Второй этап приема заявлений пройдет с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс столичных школ будет зачислено порядка 5900 детей. Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем у выпускников 9 классов осталась неделя, чтобы определиться с экзаменами, которые им предстоит сдавать по выбору. Соответствующие заявления принимают до 1 марта. В этом учебном году в Алданском районе аттестаты о среднем образовании получат 466 девятиклассников. Ожидается, что государственная итоговая аттестация будет проходить в доковидном режиме. Если в 2021 году ОГЭ сократили до 2 предметов, то теперь школьникам предстоит сдавать как обязательные экзамены, так и дисциплины по выбору. Расписание утверждено. Основная волна продлится с 20 мая по 15 июня. Главным нововведением станет переход на систему 2.0. Впрочем, название технологии не должно пугать выпускников. Нет, технологию 2.0 бояться не надо. Для ребят она точно такая же приемлемая, как и раньше. Но это большую должность, большее значение имеет для, конечно, организаторов аудитории. Потому что прием контрольно-измерительных материалов и распечатывание будет проходить у нас непосредственно в аудитории. А сами материалы будут сканироваться непосредственно в штабе. Поэтому для ребят здесь никакой боязни, трудностей нет. Сегодня Международный день родного языка. Он был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному разнообразию. В Нерюнгри в стенах экспериментальной школы-интерната «Арктика», где обучаются представители коренных малочисленных народов, прошел телемост «Северный меридиан». Подробности мероприятия у Тамары Игнатьевой. Современные инновационные технологии в обучении языков коренных малочисленных народов Севера. Так звучала тема обсуждения телемоста, в котором приняли участие Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха-Якутия. Одним из представителей нашего региона стала экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля. Все пришли к единому мнению, что все вместе, обмениваясь опытом работы, всегда быть на связи, да, вот только такими вот усилиями, такими действиями мы сможем что-то сделать все вместе. Потому что у нас это самая главная задача в рамках десятилетия международных языков коренных народов мира. Это десятилетие пройдет очень быстро, и мы должны успеть за это время сделать все возможное и невозможное. В школе «Арктика» сегодня обучаются 125 детей 5 разных национальностей – эвены, эвенки, долганы, юкагиры и чукчи. Сохранение и развитие родного языка – вот основная задача педагогов школы. Кроме преподавания родных языков и литературы, в школе ведется внеурочная деятельность, где акцент делается на пропаганду национальной культуры и традиций. Главный ресурс в нашей школе – это учителя родных языков. Наши учителя эвенкийского, эвенского, юкагирского, они все носители языка, потому что каждый учитель должен проводить уроки, больше обращать внимание на разговорный курс. И действительно, многие ребята стали изучать свою родную речь, только переступив порог этой уникальной школы. Валера родом из поселка Банак Амурской области. По национальности он эвенк. Когда я приехала в школу «Арктика», к своему стыду я не знал своего родного языка. Когда сходила на урок Владимира Гентини, я понял, что я выучу этот язык. Сейчас я вам прочитаю стих Алитета Немтушкина. Или беракан, или си аят дини, аяврив асаткан, иду си бедини, митули иличера, хдемэмэл урел, баками албадера, удиран маурор. Участники мероприятия отметили важность таких диалогов в деле сохранения и приумножения числа носителей языка и традиционной культуры. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Идем далее. Команда Касперского добралась до Якутска. Российский программист с мировым именем во второй раз посетил республику. С единомышленниками он проехал по трассе Колыма из Магадана через Омекон и добрался до столицы региона. Здесь делегация первым делом отправилась в Жатай, чтобы увидеть работу судоремонтного завода. Впечатлениями и планами Евгений Касперский поделился с нашим корреспондентом Мадиной Халиковой.
Выморозка судна для нас – дело привычное, а вот для гостей столицы совершенно необычное явление. Вместе с командой путешественников российский программист Евгений Касперский посещает судоремонтный завод в Жатае. Сюда пришвартовывают баржи, что в короткий сезон навигации перевозят грузы. Ремонт, техосмотр, обслуживание в северных условиях проходит по-настоящему сурово. Для чего мы эту работу выполняем? Ну, чтобы, во-первых, освободить винт, чтобы судно могло весной, значит, начинать работать. Это, во-первых. Во-вторых, значит, для того, чтобы произвести ремонт. На нашем предприятии ежегодно порядка 50-60 судов с очередным ремонтом зимуют. На слипе можем поднять только 25-30, в зависимости от габаритных размеров, то есть половина. А половина находится вот во льду, в ледовых чашах, поэтому вот эту работу надо выполнять. Гостям крайне интересно, что за манипуляции проводят специалисты завода. А ведь выморозка судов – уникальная технология подготовки флота в Ленском бассейне. И за десятилетия практики она отработана до мелочей. Меня удивляет, что приходится вот в таких условиях людям работать. И вот такая есть даже отдельная специальность – выморщик. Да? Люди, которые лед долбят, чтобы прокрасться к двигателю судна, чтобы как подкопаться. Почему нельзя сделать тогда доступ сверху? Да? И вот я спрашиваю директора. Он говорит, ну вот так строят. Экскурсия по заводу – еще одна галочка в рамках автопробега команды Евгения Касперского по трассе Колыма. Делегация проехала от Магадана через Аймикон в Якутск. На полюсе холода программист искупался в незамерзающем источнике местности Тамтор. Стоит отметить, что это уже второе путешествие команды, и Евгений Касперский рассказывает, что такие красоты Крайнего Севера должны привлекать туристов со всего мира. Потому что вот эта красота, холод и вот эти бесконечные просторы по дороге от Магадана до Якутска, вообще я считаю, что это одна из самых интересных, самых волшебных, самых красивых дорог в мире. И я считаю, у меня такое мнение на полном серьезе, что это один из очень таких перспективных туристических маршрутов, и что будет туристический трафик здесь в будущем. Ну, а мы так немножко вроде как первопроходцы. Рассказали Евгению Касперскому и о проекте Жатайской судоверфи. Сейчас активно идет ее строительство, а после завершения первой очереди работать здесь смогут более 600 человек. А системы станут автоматизированными. В местном колледже даже создали специальные мастерские для подготовки кадров, которые в будущем займутся судостроением. Сейчас судоверфь запланировано две очереди. 5 миллиардов 700 – это первая очередь. И вторая очередь и у нас входит, ну что вот это только одно здание реконструкции слип, первый этап. А второй этап, вторая очередь, это у нас, значит, судоремонт. Это вот здание, здесь достроечная набережная, помещение, все покрасочные котельные. Специалистов лаборатории Касперского заинтересовало внедрение цифровых технологий в судостроении. И даже прозвучали предложения о возможном сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности. Ну а пока компания путешественников осмотрит еще ряд достопримечательностей Якутска и отправится дальше. Следующий пункт назначения – Байкал. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Жатай. Затем Евгений Касперский по приглашению Мининноваций Якутии посетил IT-парк. Для команды программиста и предпринимателя провели обзорную экскурсию по IT-парку, показали разработки и познакомились с резидентами, работающими в сфере компьютерных технологий. Евгений Касперский высоко оценил работу министерства в сфере развития компьютерных технологий и цифровизации региона. Отдельно он отметил образовательные программы, которые помогают молодым людям осваивать профессии в сфере IT-технологий. Очень интересно, потому что, честно говоря, увидеть такой насыщенный 7 этажей здание с больше 100 стартапов, больше 100 компаний, которые работают, это очень хорошо. А больше всего понравилось то, что идет серьезная работа по образовательным программам. Это очень важно, потому что IT, вообще софтверные разработки, все это кибер, все эти дела, за этим огромное, не просто огромное будущее, это будет одна из самых востребованных профессий, это уже есть одна из самых востребованных профессий, дальше будет только больше. И то, что здесь уделяется такое внимание данным разработкам, это очень хорошо. Я доволен. В феврале этого года не предусмотрено переноса выходных дней и длительных периодов отдыха. Единственный дополнительный выходной приходится на среду, 23 февраля, то есть День защитника Отечества. Однако с 28 февраля по 5 марта устанавливается 6-дневная рабочая неделя. Длинные выходные ждут россиян с 6 по 8 марта.
Также в соответствии со статьей Трудового кодекса продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. После выхода на экраны республики фильма «Вертолет» состоялась и премьера киноленты в Москве. В кинотеатре «Иллюзион» зрителей приветствовал режиссер Михаил Лукачевский. Как якутский фильм встретили в столице России? Об этом в материале Айсаны Бурнашовой. Фильм рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Теплые встречи, объятия с родными, но счастье длится недолго. Героев постигают тяжелые испытания. Все в стиле психологического триллера, драмы и мистики. Размытые дороги, отсутствие связи и электричества, ребенка постигла дизентерия. Единственным спасением может стать вертолет. Молодые родители с надеждой всматриваются вдаль, не зная, что за них решение уже приняла судьба. Мы как северяне ждем вертолета как Бога, да? Что Он нас спасет, что Он нас покормит, что Он нас отвезет, увезет. Но на самом деле фильм об отношениях людей, об отношениях поколений. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском Улусе. Съемочная группа прошла через снег, лед и холод, и всего за 1,5 месяца лента была отснята. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца зрителей. Это «На злобу дня» фильм, такой фильм, который освещает жизнь наших северов, северных районов. Но я знаю, что Лукачевский концептуальный режиссер, у него всегда есть какие-то интересные ходы. Его даже можно поставить на одну линию с какими-то очень знаменитыми режиссерами и найти переклички. Показы фильма «Вертолет» будут идти в «Иллюзионе» еще 2 недели. Жители Москвы также увидят и другие фильмы Лукачевского, драму «Дорога» и «Белый день». Они выйдут в рамках спецпоказов. И «Вертолет», и другие якутские фильмы, они участвуют в значимых фестивалях, там «Кинотавр», «Окно в Европу», они выходят куда-то на Запад. И просто я думаю, что для наших зрителей важна возможность видеть эти фильмы не потому, что они якутские, а потому что это просто действительно очень хорошее, качественное авторское кино, которое вот мы стараемся у себя показывать. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.